Здравствуйте, пришло время подвести итоги вторника. В студии Седа Сапарова и сегодня в программе. Экономическая стабильность и финансовое обеспечение полномочий регионов. Вопросы финансового обеспечения регионов – это одни из самых важных, но и сложных вопросов сегодня. Глава государства провел заседание Президиума Госсовета. Лекарства, которые убивают. Рамзан Кадыров провел беседу с молодыми людьми, употребляющими психотропные препараты. На какие продукты цены выросли больше всего и чего ожидать в этом полугодии? Есть тенденция к стабилизации рынка, стабилизации цен на рынке, и есть в среднем на 1,8% понижение. Последние новости с чеченского рынка в сюжете Алевтины Брадыковой. Помочь не только словом, но и делом. Если уже сертифицировать наших ребят, уже можно будет совместно с МЧС работать с ними. Чеченские студенты вступили в ряды спасателей. Президент России Владимир Путин обсудил с Президиумом Госсовета экономику регионов. В состав совещательного органа при главе государства входят региональные лидеры, в их числе и глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе встречи Путин подчеркнул, что регионы должны работать на опережение, не ожидая указаний сверху. Аза Исаева с подробностями. В состав Госсовета, совещательного органа при главе государства, который рассматривает основные вопросы жизни страны, входят губернаторы, президентские полпреды и руководство федерального парламента. В заседании также приняли участие вице-премьеры Игорь Шувалов и Дмитрий Козак и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Говорила здесь о повышении экономической устойчивости и финансового обеспечения полномочий регионов. Президент страны отметил, что в субъектах должны работать на опережение, не ожидая указаний сверху. У регионов, у многих, во всяком случае, есть очень хороший, наработанный уже опыт, работают даже в сложных условиях прежних лет. Сейчас этот опыт крайне востребован и весьма ценен. Поэтому в нашем сегодняшнем заседании принимают участие не только члены Президиума, но и руководители субъектов Федерации, члены так называемой консультативной комиссии Госсовета. Мы с вами договаривались о том, что будем собираться в таком более широком составе. Вы знаете, что правительство уже приступило к реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы, рассчитанной на текущий год. Субъекты Федерации тоже разрабатывают, надеюсь, уже и разработали соответствующие планы. Обозначенные в них методы, меры, направления, прежде всего на сглаживание первоочередных рисков, крайне важны, и рассчитываю, что они принесут нужный эффект. Но одновременно мы должны сегодня поговорить и о перспективах развития, посмотреть, заглянуть в среднесрочную перспективу. И, конечно, всегда должны думать о том, как решать долгосрочные системные вопросы. Отдельное поручение Путина касалось оценки эффективности процедуры выдачи кредитов регионов. Также он отметил, что нужно выработать меры для снижения долговой нагрузки субъектов. Комиссии, которую возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов, президент поручил координировать антикризисную работу в регионах. Кроме того, необходимо включать в состав упомянутой мною только что комиссии и представителей губернаторского корпуса. Сейчас один из самых острых вопросов – это ситуация в финансовой сфере, включая бюджеты регионов. Многие из них, мы знаем об этом хорошо, обременены кредитами, займами, включая кредиты коммерческих банков. Понятно, что брали их в другое время, в других финансово-экономических условиях и рассчитывали на другую работу, понятно. Сегодня получается, что на обслуживание кредитов, во всяком случае часто так получается, на обслуживание кредитов нужно все больше средств, которые отвлекаются от инвестирования, от решения задач развития. Сейчас разрабатывается мера по замещению рыночных заимствований регионам кредитами из федерального бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими. Говорили здесь и о повышении эффективности бюджетных расходов и социальной защите наиболее уязвимых категорий граждан. По словам Путина, такими должны быть приоритетные направления в каждом регионе. Сразу скажу, что их механическое сокращение, а где-то действительно нужно что-то оптимизировать, это очевидный факт, но механическое сокращение – самый простой, но порой недопустимый подход. При этом на первый план выходит принцип рачительного, конечно,
адресного использования бюджетных средств. В том числе это значит, что эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. Об этом мы говорим много лет, но системного, ясного решения этого чувствительного и очень важного вопроса для граждан страны пока нет. А такое решение необходимо. Нам нужно оказывать помощь именно нуждающимся, тем людям, которым без поддержки государства действительно тяжело. Еще раз подчеркну, вопросы финансового обеспечения регионов – это одни из самых важных, но и сложных вопросов сегодня. В бюджетной политике практически каждого региона есть немало неиспользованных резервов. Это и точный выбор приоритетов, особенно сейчас, когда надо учитывать весь комплекс непростых обстоятельств. Это достижение максимальной отдачи от всех проектов, которые реализуются на территории. Это, конечно, и бережное отношение к ресурсам, борьба с неэффективными издержками и неэффективными тратами. И, наконец, это взвешенный, аккуратный, хозяйский подход к решению задач. В конце заседания президент подчеркнул, что при определении приоритетов региональным лидерам нужно максимально прозрачно принимать решения, а также быть в постоянном контакте с законодательными собраниями, общественными организациями и населением субъектов. Аза Исаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Мимолетная эйфория, которая ставит печать на будущее. Молодые люди в поисках острых ощущений все чаще прибегают к психотропным препаратам. Как с явлениями, которые портят лицо не только семьи, но и всей нации, сегодня борются республиканские власти. Репортаж нашего корреспондента. Создание психотропных средств в фармакологии считается одним из важнейших достижений 20 века. И сегодня в медицине применяются тысячи препаратов, которые влияют на психику человека и устраняют нейропатическую боль. Однако самой большой проблемой научного открытия стало применение данных лекарств не по назначению. Их начали использовать для получения наркотического эффекта. И в числе так называаемых таблеточников не только подростки, но и взрослые люди. Hon var nere. Biraz gevşek. Maçı da. Şoşoz iş. Шоу из 50 лет, я ходил. Я датчик. Алсыш. Купи нам спортно заниматься дальше, а что? Шут 100 рублей лоин, 70 рублей лоин, мне ан лоин бог, здесь хаещу. Хаещу дон, айда балах шей дай бош дон. Мосу шей балах нах бош дон, хаещу дас дон. Я дат ислило дэ шу, мол нходик бабе бош дон. Ой, حلوة شبوك شمودون عبالوش دون عصي يعدات مليل ديار ماي نوشي قوم تي ماي سي مدي بوش. Это далеко не первая беседа Рамзана Кадырова с жителями, увлеченными в использовании психотропных препаратов. Для мусульманина такое поведение недопустимо, отмечает глава. Сильное обезболивающее средство по закону можно выдавать только по рецептам врача. Но фармацевтам, особенно частных клиник, никак не хочется терять такой доход. Им безразлично, что молодой человек приходит в аптеку ради отравления собственного организма. Чтобы не допустить свободной продажи, в Чечне за этим идет строгий контроль. Однако далеко не о всех регионах можно говорить так же. Например, эти молодые люди – студенты пятигорских вузов. Sosyal düş kokular yavaş yavaş hamzana xmadı. Hauça düşü. Hala düşü ya. هو بتستعد شنو ده؟ تانغري كان تنقول عني استليش تراني. باش اتركوا اشكان شنو ماشينا تابع كان فقط اتشو وان يتسأل الماشين شو عشان اشتغلت. ماشين داور شنو تان موديل تاخد يتدول ولا عربي ثاني لا ده يتسأل ماشين شو عشان داور اشتغلت. Ela قوس بوصل مصوت يا شو زواج لقون يأتي ورواتهم ليلوشة يكبر واتهم لا يلا يلا أنا ليلوشة باضي ها لا باضي بوردو سويهم شكل دعواتهم просто там بيتك سنعوض عن ليلو ولا شكل ضيق شكل دعوان أما مال خان أقول له تيس. كنت قاعد يشوف شكل هوا ولا ها؟ شكل هوا. هذا خان. هو خان. ده عم بقول تعمل ساعة نظام شيء ترى ساعة جديدة. مال خان ليه لو شو نركض. شو هذا إيش شو؟ تشيشو شو شو ندوم ناتو.
Поведение, недостойное настоящего горца. Ради очередной дозы многие забывают о своей чести, отмечает глава республики. ما تجرد خلاص نص حالتي عمود مو بودا نص يعني ديك تياق شو شيء لو وتر ديك تيا قش بوس دوك نو مس بقى ديك تيا قش بوس شو هذا وين تاي تشيتا شوي دا سنتر ولا شو وديش ودي عندك باش وريك شو ما خنيجي بوس يش بيش بود اخو شش وزي حلو اخش بيش بود سيدا شوارت نوش اخلو هذا داخل صوت في خير يلا عشان 300 كنت اول احساس بقى تو اخش ده تبع اخش ده شيء هذني اخش ده بقدرش يعيس دي اشياء اخذ هذا غير مسموع Молодые люди приобретают лекарства не без посторонней помощи. Слабый контроль родителей, безотчетная сумма денег и нежелательная компания оказывают свое влияние. صح بطني هو تلو بيتو غير اصلا بطني بقى صعبه فاخذ ساعه دالو اخش بيتر شو دالو يدون شنو بيتر شو بيدون وقنا يا شينا يا بطن اي تو شيء دالو صالو دون هذا بلا بشي يشتنش صحول دوكا يوتش حبانين يحت اصلا يحش وتش جا يحش انا اخشين يحش يسنك داس يوك يحش من تشتي اخش توش بالز انا راح اقعد انا اخش داوت سو نو قباتك يا يباتك دون حياه دوغا يورم ايه شيء ده اخل تنستمون ايش عليه فور حديث بزاف في كليش بس شيء عم بغيت شاش بيوف بس عم بابو دون ده. Известно, что большинство психотропных препаратов очень быстро вызывают зависимость, а в результате их воздействия на организм зачастую начинаются спутанность сознания, раздражительность, панические атаки, депрессия и даже галлюцинации. Это становится причиной неадекватного поведения в обществе, которым молодые жители Чечни обезображивают лицо всей нации. Спорт заниматься, по чемпион мира, по олимпийский чемпион, по Европа, Россия. اسكفو ضدك ايه اخ شو هون تطالشت البريمير يوش عاوز شو سنه كي نابو اخي بقي دون دي نحبو ساق احيوكش دون نوتش قوم ديك ايه اخي تغش نوتش قوم دون باير حلايب تغش شو دي يشتو نوتش بيتي غورس قاعد راس خدود بير نوتش يا دومر что دون يا بلا دون аччента другом мнение бог так сказать совсем дон оказывается дон они дон ходят просят деньги дон 100 рублей дай 50 рублей дай бог дон Представьте, раз خدود بيرفع أوتو سيدو إشتون. إن دقيقة عبو إشتون. سيل ناوي صعيد إشتون. دقيقة عدو أبتيش كاك قاعد نوتش دون. بيت بوش ميلدون ديلوش بدون. مس ستور بلا خليش عن شو تعبر هو ومدن ده ستور بلا داخل عن بابو يوني تب أبتيك دون. مولا ده عن دون. إيش مولا ده هو ده كاك. تبلت بعندش. دخل ده ديرون. نوتش شنو أوتو سيدا ده. ديونوس بياتم دارجيو حاجة بيك بس بتسلم. ده هو دون بايت باش ده هو وصل ده هو دون ده معنا نوح شو وين شو تجيب بوك بوش يا ده تحطش حالو دون بين شنو حقلوش دخل اللي دول خلاص هو خاك دوش ده ساعات هو صاحبه تاع دوش تلوش دون بس لدنا لابغيت صاحبه تاع دون دوش تلوش دوي با اصلا دول دير دو اسعجرو ها صاحبه تاع دوش هو قاعد دوش دون ايش دون كده على بوك بوش دون شيء راح يوقف ده دون هم ماخت راح يوقف دون ستور بلاد ويست باش يحيلش ما يدستان Han går så dyr för bort Amerika för att ha är väl idag så då har jag dyr för ju jag tror bara så dyr för bara idag men har när man har tagit så dig bara samma stan. Список побочных действий психотропных веществ довольно длинный. В него входят такие симптомы, как нарушение координации и речи, ухудшение памяти, ослабление рефлексов, одышка, ступор, обморок и даже кома. دخل اطرب لاني ياخذ دوكتوس يود هنا كوم يقول شو داخلون قدامي حقاب يسوس ابوتي داس دا ديلي باي ما داود عارس كان دوكو يعول سو اور دولار بيدو يلا على صبري حقن كوم ينر كمان هو انا عايشي دون هو عايشي دون هذا عاصل ولا سلام يا داتش شو دابش شو ايه وهم يسغش شو دول ده شو نا وسخدات بس كاب داتش ابز بولش ما نركوتك دون ما ليدي كا ايش على ده عيل وجج او تمغر لدر دوشن عيل تو دون ايه او كوكر دون شوك تعال يا دون سو ايه شو كده لدر دون فون زعما ايش دون شنا شبع ما شو تاكيش نفهمت نركمان نوح شو دون اما تلن دون بودو شو ما يعتن شو في ما بيقول لك مو دون
أصبح الدنيا هم قاعدين تيجي دون أصل نركمان كل ده ما ده شغله نيت نركمان سمرت وخبيز من تيرستم دون نيت نركمان ما هو لازم دون شو تصير عيق شلون ده تصير ده نشوف يعدو شلون دون. Спасти молодых людей пока не поздно. Глава республики поручает провести беседу не только с теми, кто употребляет и торгует сильнодействующими лекарствами, но и с их родственниками. С ними встречу провели сегодня же в Духовном управлении мусульман Чечни. Мадина Якубова, Джамалай Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. И в продолжение темы проблемой так называемой аптечной наркомании займется специальная комиссия. Об этом объявили в ходе встречи в Муфтияте республики. С молодыми людьми, употребляющими психотропные препараты, побеседовали Салах Межиев и Аптел Лаудинов. Подробности у нашего корреспондента. Ни вред, наносимый своему здоровью, ни общественное порицание их не остановило. По словам Аптела Лаудинова, родители этих молодых людей в один голос говорят, что не догадывались об увлечении своих детей. Однако это не снимает с них ответственности. ويقعدون يحيلقون نخشل خيل ويتحجم إذا يحشى عن يقول شهرهم كاشلين وعدين دول حاول شو خد مشكلتهم ولا ترى تحاول يلقط تقول تتيبوس كحنون دنيانا غير مصنا غير أبتيكو تريد واسمه أبتيكو أبتيكي لا ترى تحاول يروش دول دنيانا تعقيد يروش سيقعدون والله بيش بوي مسلمين يا والله بيش بوي أنا بلوش بوي حكوش بوي مثلا تعقيد هو غد مش كعيوة ده هو واقف كي يتسيقع هو حوسه هناك نعبوا الشعب هو نعبوا الشعب هنا يو شو مدر هل وليد ترسلنا هناك تيقعدون يو صوت من حبايل بروين هو يتأجى وي أدمي متى خيتشي وجي عدو يشوف تيجو قوي أدمي متى بتشو قاي قمدي شدير أستاذ قاي مريدش شدوزش دون ده هذاش شدوزش صوت بهذاش نوعي قوم تعود ما يقطعش. О том, как ислам расценивает поведение этих людей, рассказывает муфтий республики. По его словам, верующим запрещено потреблять все, что вредит здоровью. در شیقیت ما گین وقت نبومعدو در نعرض الجين داخل إبليس له شیقیت ما گین داخل الشيطان خبوغان الشيء جاين عن داخل شيطان إل إبليس إل كورت بخوشيل شلهم ليلا إنا نعوجين والشوالستك إذا شيء نسكال دبوعصو أتصل وصل دوتن هلق صعب ده شو داخل عجيم الوتر هول شواز دار وقر الوتر هول شواز شيخاتي ما خشنا ودار على الأراضي يشتو حكش شو عابلين الله تيح احنا تشو حوي سروها برتوت ملاك شاء صوت حتى ده وشهونا ها ليش يوش تشو عتعذر ده دولش عود متك وش كيرت وارمرس كيرت شو ورلاتا شو اوش كيرت شو نعتير اوزا من بوش شو حلاوش عذب ده دولشي يوهش تعبش يمرزق يا ايوش Употребление любых наркотических средств непременно приводит к деградации человека. Как рассказывают очевидцы, некоторые из этих молодых людей даже просили милостыню, чтобы достать деньги на очередную партию таблеток. Отныне по поручению главы республики создана специальная комиссия, члены которой займутся работой с так называемыми аптечными наркоманами. إنجوشية عيلابو، أزية عيلابو، ثورة بولسكي عيلابو، كبر عيلابو، والرزن سياس، والمسلمين تعبوا بيربوشو، والفتشو تدلندو، أمر شكله خردوشو، وفتشو ما لدون، توب تواخشي، توب دعوش متى خدشوا دون، ودوزنا دي هذا جو، ونيسكوش برنا، عبوا بيربوشو،
Представители полиции и духовенства надеются, что эта встреча станет уроком для молодых людей и их родственников. Они призвали родителей чаще интересоваться тем, где находятся и чем занимаются их дети. В конце встречи все собравшиеся совершили тауба – религиозный обряд, предполагающий сознательное внутреннее раскаяние и сожаление о совершенном грехе. Элина Дадаева, Ахмед Джабрилов, Таймир Хаджиев. Новости. 70-летие Великой Победы отметят на высшем уровне. В рамках международного проекта «Звезда Победы» чеченские альпинисты планируют поднять красный флаг на самых высоких горах России и Европы. В мемориальном комплексе «Аллея славы» собрались парламентарии, руководители министерств и ведомств, а также молодежные организации, чтобы пожелать удачи будущим участникам восхождения. В торжественной обстановке спикер парламента передал символ Победы руководителю проекта. Вас за подготовку этого проекта, за ту работу дальше, которую вы, этот проект носит международный характер. Знамя Чеченской Республики будет водружено на высочайших вершинах Европы, Кавказа. Это очень важный момент. И приурочить это именно к этому дню. Будем двигаться, не забывая подвиг Ахмада Баджикадырова, нашего первого президента, Героя России, Аллаху полнодойцев, обозначая наши победы именем Рамзана Кадырова, который сегодня вот таких золотых дворцах свободно в мире дает нам возможность отмечать дни истории, дни памяти Чеченской Республики. Прототип Знамени Победы, воздвигнутого над Рейхстагом, планируют развернуть на 5 титульных вершинах мира. Первая экспедиция стартует уже в конце этой недели. Привлечь внимание молодежи и мировой общественности к вопросу, скажем, переписывания истории и обозначить, что данная победа Советскому Союзу, ну а ныне и России далась очень тяжело, но она была, скажем, завоевана человеческими жизнями. Чеченские спецназовцы выступят на чемпионате мира среди силовых структур, который состоится в апреле в Иордании. Республиканскую команду представят 8 лучших бойцов из всех спецподразделений региона. Сейчас они отрабатывают свои навыки у озера Кизиной-Ама, а в скором времени отправятся в Хашимитское королевство. О том, как бойцы готовятся к предстоящему турниру, репортаж Зураба Центроева. Очередной готов? Готов. Внимание! Вперед! Подняться в гору, да еще и на время – это совсем непросто. И сразу попасть в мишень. Пожалуй, этому способствуют не месяцы, а годы тренировок. Чтобы дыхание не сбилось, а сил хватило на весь этап, бойцам приходится тренироваться каждый день. Здесь достаточно минуты, но даже и они длятся вечность. Выиграть заветные секунды можно и на старте, и при стрельбе. Ты начал бежать. У тебя оружие еще было не в кобуре. Ты побежал, а потом его убрал. Ты покинул зону безопасности с оружием, не убранным в кобуру. От упражнения к упражнению задача становится все серьезнее. Теперь бег с 32-килограммовыми гирями и стрельба с расстояния 20-25 метров. Выживает, как и выигрывает сильнейший. Сейчас сборная команда Чечни из 8 человек готовится к чемпионату мира среди лучших силовых подразделений планеты. Он пройдет в Иордании. Даже примерные задания никто не знает, поэтому команда должна быть готова ко всему. Физические нагрузки максимальные. Акцент на точную и быструю стрельбу. Подошли на рубеж, выстрел произвели и стоите думаете, что мне дальше делать. У вас должно быть все на автомате. Требования к чеченским бойцам достаточно серьезные. Они проходят тренировки уже 4 месяца подряд. Высокогорная подготовка длилась более 3 недель. И вовсе не случайно. В Иордании условия проведения чемпионата схожи с нашими. Поэтому тренировки проходят не только на земле, но и под водой и даже в воздухе. Смысл этого турнира заключается в том, что там максимально приближено к жизненным, к реальным условиям. То есть там все как на войне. А на войне не побеждает один человек. На войне побеждает только команда. И поэтому выполнение упражнений всегда происходит в команде. Мы готовим команду именно, чтобы они были командой. Чтобы это не были высоко профессиональные подготовленные бойцы, индивидуалисты, скажем так. Чтобы они были именно вот командой. На протяжении 5 километров у бойцов 4 рубежа. 2 из них для стрельбы из пистолета и 2 из карабина. Дистанция преодолевается на время. Перепад высот больше 350 метров, что в горах очень существенно. Важная деталь – патронов столько же, сколько и мишеней. Промахиваться нельзя.
Отработка упражнений проходит не только в горах, но и на равнине. Например, преодоление населенного пункта группой под прикрытием снайперов с перекрытием всех опасных секторов. В рамках сборной Чеченской Республики функции штурмовиков выполняют 6 человек, снайперов 2. Иду. Держу правую. Пока бойцы проходят тренировки в щадящем режиме. 28 февраля наша сборная выезжает на финальный этап подготовки к чемпионату в Иорданию, который пройдет в апреле этого года. В планах попасть в тройку лучших силовых подразделений планеты. Зураб Центроев, Алевтина Банадыкова, Тамерлан Арсанукаев. Новости. В Грозненском районе произошла авария, последствия которой могли быть трагичными. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на женщину, которая ждала общественный транспорт. После этого виновник вместе с товарищем попытались скрыться с места преступления. Сейчас в отношении задержанных ведется следствие. Подробности у Рамзана Хагоева. Автоинспекторы задержали этих мужчин при въезде в станицу Петропавловска. Совершив наезд на женщину в районе села Беркатюрт, они покинули место происшествия в надежде скрыться. Однако им не удалось уйти от сотрудников ГИБДД. Сразу оперативно экипаж, который находился рядом на перекрестке, начал преследование. И путем преследования, задержали этих вышеуказанных водителей и сообщили в дежурный час следственную оперативную группу. Задержанными оказались уроженцы Цоциюрта, водитель Саламбек Хосиев и его пассажир Саид Эмин Шахбиев. Оба находились в нетрезвом состоянии. Совершив наезд на 53-летнюю жительницу Наурского района Зарган Бугаеву, они ударились в бега. Следуя со стороны села Бердекель в сторону станицы Петропавловской по этой дороге, напротив села Беркатюрт, сбил женщину и начал уходить с места происшествия, оставив женщину в беспомощном состоянии. Рядом с водителем находился еще один пассажир. Об этом стало моментально известно сотрудникам ГИБДД, спецроты. В Аргунскую центральную больницу женщину доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей стабильное. После лабораторного и рентгенологического исследования и консультации невропатолога был выставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава и грудной клетки. Состояние больного в данное время ближе к средней степени тяжести, состояние стабильное. Компетентные органы изучают все подробности произошедшего, и в ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для задержанных и возбуждения уголовного дела. Рамзан Хагуев, Султан Умаров. Новости. Цены на продукты питания в России растут быстрыми темпами. Власти пытаются бороться с продуктовой инфляцией, однако сдерживать цены пока удается только на социально значимые товары. С чем это связано и насколько подорожает продовольственная корзина россиян, выясняла Алевтина Банадыкова. Поход в магазин сегодня для многих превращается в настоящее испытание, ведь соблазнов много, кошелек пуст. В ценнике каждый теперь всматривается все внимательнее, взвешивает в уме, как бы и здесь сэкономить. Россияне сегодня привыкают к новым цифрам. В период с августа по декабрь прошлого года все группы товаров подорожали в среднем на 30, а то и 50%. После Нового года рост продолжился. Бешеная наценка объяснима. Цены взлетели еще на этапе закупки. У фермеров, например, растут транспортные расходы, а кто-то сидит и подсчитывает прибыль. Куры подорожали. Мясо подорожало. Все прям удивлены этим ценам. Как будем питаться, что будут делать, люди не знают. Однако сегодня эксперты утверждают, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сегодня цены потихоньку, но падают. Созданный по поручению председателя правительства страны в каждом субъекте оперативный штаб мониторит динамику цен. В 135 торговых объектах республики ежедневно производится контрольная закупка 40 социально значимых групп товаров. Среди них говядина, куры, рыба мороженое, масло сливочное, молоко, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. В Министерстве экономического и территориального развития и торговли приводят сухую статистику. Период с 9 по 16 февраля. Есть тенденция к стабилизации рынка, стабилизации цен на рынке, и есть в среднем на 1,8% понижение. В то же время понизились цены на такие изделия, как колбасы варено-копченые на 4,7%, рыба соленая на 4,2%, яблоки на 8,4%, чай на 2,4%.
По словам экспертов, чеченский рынок сегодня защищен от монопольного сговора. В основном он представлен мелкими индивидуальными предпринимателями. Такое уже было несколько лет назад. И вот сейчас наступаем на те же грабли. А ведь все не в первый раз. Тогда, как и сегодня, покупатели, мягко говоря, смущали заоблачные цены. Не заработать на этой истерике было бы просто глупо. Однако государство лишь разводит руками. На цены не могут повлиять лишь штрафами. Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики отвечает только за сферу государственного регулирования цен и тарифов. Продукты питания на сегодняшний день не подлежат государственному регулированию, и цены там складываются путем взаимодействия спроса и предложения на данные товары. И, соответственно, эффективных мер воздействия комитет в данной сфере не может никак реагировать. Однако лишние траты – результат не только завышенных цен, но и невнимательности граждан. Ведь порой ценник на полке – это формальность. На кассе многие и узнают, сколько стоит их безалаберность. Это обстоятельство отдельными недобросовестными продавцами используется для обмана покупателей относительно стоимости товара. В этой связи по таким фактам прокуратурой в настоящее время возбуждено целый ряд административных дел. Последние новости с продуктового фронта таковы. Лидером по скачку цен стали бананы, рост составил 8%. За ними, как это ни странно, следует и говядина с сахаром. В пятерке лидеров также сыры и капуста. Сейчас сфера торговли в ожидании. Когда будет новое повышение цен, не знает никто. Покупатели с опаской смотрят в будущее. Заметен и спад покупательской способности. Ведь люди стали экономить на себе. Левтина Банадыкова, Султан Умаров и Абубакар Абазов. Новости. Чеченские студенты попробуют себя в роли сотрудников МЧС. Учащиеся 3 вузов региона стали активистами добровольческого спасательного корпуса. Сейчас они проходят подготовку, а уже летом встанут в один ряд со спасателями. Слово Асану Аль-Букаеву. На первом в этом году заседании комиссии правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в первую очередь обсуждались меры, которые необходимо принять целому ряду ведомств до начала потепления. Наибольшую опасность для экономики Чеченской Республики несут дождевые паводки, накладывающиеся на гидрографию половодья. Немаловажным и актуальным является вопрос подготовки к летнему пожароопасному периоду. Пока в одном здании определяют круг задач, в соседнем объясняют, как их решать. Для студентов добровольческого корпуса спасателей сотрудники МЧС проводят экскурсию. В этом здании располагается дежурная смена, штат центра управления 117 человек. То есть вся информационная управляющая система у нас полностью, мы владеем всем. Диспетчерская только одной пожарной части принимает до 1300 звонков в сутки. Из них 60% составляют ложные вызовы. Этому факту ребята были удивлены, но желание работать спасателями не пропало. МЧС, спасательные отряды будут обучать наших ребят. Дали нам отдельных своих руководителей, инструкторов. Добровольческие спасательные корпуса созданы почти во всех регионах страны. Недавно сформировали и в Чечне. Почти 80 волонтеров с 3 вузов Грозного уже к лету пройдут обучение у специальных инструкторов и смогут выезжать на места ЧП вместе с сотрудниками МЧС. Асан Аль-Букаев, Мурад Аль-Букаев, Абубакар Абазов. Новости. Как очистить историю от домыслов и преднамеренных искажений? Проблему фальсификации истории обсудили спикер парламента, президент Академии наук, а также чеченские ученые. Здесь отметили, что необходимо апеллировать только проверенными источниками. Как решение проблемы предложили создать региональное историческое общество. Предполагается, что такой орган сможет мониторить историческую литературу, чтобы в общественный доступ не попали монографии сомнительного содержания. Через неделю специалисты планируют снова собраться, чтобы определить председателя, членов попечительского совета и экспертную группу. Участников шел событий, ездим, хочу, шин лук, сам езду лук, он езду бям, когда дюрис. История дешна вот, история, я Бог беш вот, тогда хейт специалист. Сун любой период, сун по истории любой тема. Чеченская республика – Дом дружбы. Этнофорум под таким названием прошел в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Здесь собрались депутаты парламента, главы районов и представители национальных общин. Участники форума рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в муниципалитетах. В основном это трудоустройство и развитие культурного наследия. В ходе встречи прошла презентация 2-го этапа республиканской пресс-эстафеты.
Это проекта «Дойти до каждого». Это новый проект, но он идет как вторым пунктом дальше развития этого проекта «Дойти до каждого». Теперь мы занимаемся вот в этом проекте национальными меньшинствами. Учебный центр повышения квалификации работников культуры и искусства открылся в стенах Национальной библиотеки Чечни. Для участия в этом событии приехали гости из Кабардино-Балкарии. Работа нового центра будет направлена на развитие культурно-образовательных учреждений республики. В частности, планируется проводить симпозиумы и мастер-классы. Первый семинар прошел уже накануне. После официальной встречи для специалистов из Начикова организовали встречи с чеченскими коллегами. У меня есть задача, чтобы наши школы искусств Кабардино-Балкарии стали побратимыми школами со школами искусств Чеченской Республики. И когда у них начнется взаимодействие, и это взаимодействие выведет на совершенно другой уровень вашей школы. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.